Лаля Константиновна, я понимаю, что тема, которая нас собрала вот на такую беседу, она довольно сложная, но мне бы хотелось все-таки начать с чего-то теплого, светлого, такого вот из воспоминаний. Но расскажите, что для вас Сухум, с чем он у вас ассоциируется? Ну вот я, как человек, который здесь родился, для меня Сухум, ну это родной дом. А для вас Сухум? Знаете, есть душа, есть сердце, да, вот Абхазия для меня — это душа. Я каждый раз здесь возвращаюсь к жизни. Это мой родной город, эти улицы, это набережная. Даже вот после того, как я стала дизайнером, мне часто задают вопросы, и везде я возвращаюсь к тому, что я родилась в Абхазии. Везде подчеркиваю, потому что это моя родина. Я так понимаю, что вы здесь родились, в Да. городе, в Сухуме, значит, и жилье, дом, место, в котором вы родились, это не что-то такое приобретенное, а это жилье, у которого есть своя история. Расскажите немножко. Это на проспекте Мира, раньше так называлась улица, в центре города, дом моей прабабушки Барановская Мария Дмитриевна. Вот, после нее передалось моей маме, а потом мне. История, потому что ну, это старинный дом, вообще с историей как купеческий, историческое здание. Расскажите немножко поподробнее, да, о своей маме, о том, какой она была. Я так понимаю, что это не совсем среднестатистическая такая женщина, да, это из плеяды людей, наверное, ровно как и моя бабушка, для которых утро начинается с правильной укладки. Всегда. Это вот, наверное, мы очень отличаемся, да, если у нас все на бегу, все быстро-быстро, то там обязательно нужно было привести себя в порядок, без этого человек никогда не выйдет, всегда волосы в порядке, всегда маски утром. Мама начинала утро, это лед, который она доставала из морозильника и протирала лицо. А я сидела уже с кофе, она говорила, ну как так можно, нужно взять вначале лицо привести в порядок. Ну, женщина. Вот. У нас больше разница очень маленькая, и всего 17 лет разница между нами, поэтому мы с ней были как подруги. Но мама вашей не стала несколько лет назад. Расскажите, что стало причиной, как долго она болела, вообще в каком она состоянии была? Мама периодически болела, но она никогда не была лежачей больной. Даже в тот день, когда она умирала, она ходила. Она сама ходила в туалет. А все дни до того, как ей стало неважно, мы с ней разговаривали по скайпу по 4 часа. Я была на работе, у меня работа связана со швейным производством. И я, например, в цеху нахожусь, у меня вот этот ноутбук, и пришел клиент, я с этим ноутбуком иду в приемную, мама немножечко ждет, и я разговариваю с клиентом, а потом продолжаю разговор с мамой, и опять с ноутбуком иду в цех. И вот так вот по 4 часа у нас не было никогда, чтобы мы не знали друг о друге даже деталей, потому что отношения были у нас очень близкие и откровенные. Я приезжала почти каждый год, за исключением вот последних лет, потому что мои дети каждое лето проводили здесь. И также они выросли здесь, их видели и знают все соседи, на глазах у всех соседей вот с такого маленького возраста. Отношения были очень теплые, не знаю, когда мама воспитывала их по-своему, благодаря маме, тем, что она занималась с ними, например, заставляла писать, несмотря на то, что это лето, читать. Они, когда пошли в 1 класс, они уже умели читать и писать. Это все заслуга моей мамы. Она была, вот со мной она была доброй. Мне кажется, что с детьми все-таки это были мальчики, немножко была строгость и четкое расписание дня. Они могли с ней полепить,
Например, она очень часто делала пирожные, и мои дети сидели и с ней лепили. Они очень любили заниматься вот на кухне, потому что мама все время готовила. Она не готовила только последние вот месяца 2. А до этого она постоянно была в кухне и готовила 1, 2, 3, как полагается. Как восприняли ее неожиданно? Видимо, есть такие моменты в жизни, когда ты даже представить, я это даже представить не могла, что с мамой что-то случится, потому что она периодически болела. Бывали моменты, когда она попадала в больницу. Самое интересное, что именно в этот раз она не выглядела больной. Она вот так вот сидела и со мной разговаривала по скайпу по 4, по 2 часа в день. Это же лежачий человек, которому плохо, он лежит и не встает. И в какой-то момент мне позвонили и сказали, что моей мамы больше нет. Вы понимаете, да, что столько вопросов о взаимоотношениях в вашей семье, о том, как вообще вы все жили, я задаю не просто так, у этого всего есть причина. Значит, вот то самое жилье вашей мамы, которое вам досталось по наследству. Значит, сегодня есть попытка не просто лишить вас какой-то части наследства, да, а практически забрать эту квартиру в центре Сухума. Значит, несмотря на то, что кроме вас, у вашей мамы не было других детей, вы единственная ее дочь, и сейчас вы, значит, в президиум пошли с исковым заявлением, вы пытаетесь добиться справедливости, и в связи с этим я бы хотела немножко перейти к самой сути дела. Вот, значит, у вас есть отчим, муж вашей матери, который проживал с ней, он и сейчас жив-здоров, значит, Василий Гриценко. Расскажите, как давно вы его знаете, да, вот, и какие вообще отношения были, да? Я пытаюсь понять, где и в какой момент случилась проблема, которая, собственно, и привела вас в суд. Вы знаете, у нас были очень теплые отношения всегда, поэтому для меня этот вопрос очень сложный. Мы были абсолютно родными людьми, и мне никогда бы в голову не пришло, что такое вообще может произойти. Ну, представьте, когда я приезжала сюда, я не успею пошевелиться на кровати, мне уже кофе приносил Василий. Да? Он обязательно собирал ягоды. Вот он утром рано встанет, проедет на велосипеде там, где ежевика, соберет и принесет мне вот эти вот свежие, только что сорванные. Понятно, что можно было там на рынок, мы могли пойти, да, заранее, но сама вот изюминка была в том, что вот ему хотелось сделать мне настолько приятно, что это ягоды только что сорванные из куста. Потом я обожаю рыбу-барабульку. Он всегда к моему приезду, всегда наловит, он рыбак, наловит много этой барабульки, разной рыбы, приготовит уху. Ну, я не знаю, это самый теплый. Я вам больше скажу, так как я работаю в Москве, он собирал с мамой, они замораживали эту рыбу-барабульку, и на поезде мне присылали в сумке, заложенные бутылками замороженными, чтобы эта рыба не испортилась, чтобы я в Москве могла попробовать эту рыбу. Вот, я не знаю, у нас нету в семье ни одного вопроса, который вот ежедневно, допустим, вот, да, сколько в день у меня происходит событий, чтобы не знали они или не знала бы я, что у них происходит. Я знала буквально все, с утра до вечера весь день. Каждый день на протяжении всех лет, потому что у нас были очень тесные отношения. Я вам больше скажу. Вот я, когда нахожусь в доме, да, ну, как хозяйка, да, ты всегда чувствуешь, ой, надо вот это вот в следующий раз привезти, вот этого нету там, или вот это. И я все это старалась выполнить, потому чтобы им, я понимала, да, что там достатка не может быть,
потому что у Василия пенсия 3,5 и у мамы, и 1500 рублей зарплата, так как он работал электриком в кабинете министров. 1500 рублей была заработная плата у него, и поэтому им купить все, что нужно было. Вот заболел человек, лекарство 500 рублей. Ну вот мама купила, допустим, себе лекарство, ей же не одно нужно, одно, второе, третье, вот и вся пенсия. А лекарства дорогие, периодически. Сказать, что она болела, мы все в течение жизни, во второй половине жизни начинаем болеть. Но моя мама никогда не была лежачей больной, за которой нужно судно убирать или что-то. Я всегда была на связи. Я задаю столько вопросов, потому что, значит, когда не стало вашей мамы, вы вместе с Василием Гриценко вступили в наследство, пополам поделили, значит, собственно, квартиру по 50%, но, значит, Васильев в нотариальной конторе сам пришел и, значит, написал отказ от своей доли наследства в вашу пользу. В документе именно говорится, называется ваше имя, о том, что именно в вашу пользу он от нее отказался. И так было на протяжении некоторого времени, а потом все поменялось. Он передумал или его попросили передумать. Я уж не знаю, как это происходило. Расскажите вот об этой части. Что касается Василия, который пошел в нотариальную контору и в мою пользу, но вы понимаете, это дом моей мамы, ее бабушки, это родовой дом. Ну, понятно, никогда даже не возникало никакого вопроса, что может что-то связано быть с этим. Я единственный наследник, и при этом я даже Васе всегда, ну, после смерти мамы, да, я находилась здесь, естественно, и я очень переживала за него, и я даже сказала, я говорю, как только тебе захочется, приезжай ко мне, чтобы он немножечко, знаете, как, чтобы он не замкнулся. И Василий после 40 дней приехал в Москву. Он у меня был целый месяц, и так как у него есть сын, он захотел поехать к сыну в Воронеж. Я купила ему билеты, много подарков для невестки, парфюмерию, для тестя коньяк, там, для внука, которого он никогда не видел, вот такую огромную машину. Самого его одела с ног до головы, чтобы он выглядел хорошо. У меня даже в мыслях не было, что после вот всего того, что у нас были такие, я это все делала всегда не задумываясь. Это, ну, просто потому, что это родные для меня люди. Когда мама умерла, такой был факт очень неприятный, но я сразу не поняла. Вы понимаете, когда ты находишься в горе, тебе ни до чего просто. Но так как это человек пожилой, Василий, после похорон он мне сказал, говорит, у меня, говорит, вот я что-то не могу найти, и в том числе и домовую книгу. Что-то потерял в доме? Да. Ну, как-то я не обратила на это внимания, думаю, ну, у пожилых людей часто бывает, у них нет, я не могу что-то найти. Думаю, найдет. Потом он второй раз, потом третий раз. Я говорю, Вася, что случилось? Он говорит, нету, говорит, домовой книги дома. Я говорю, а куда она делась? Он говорит, Саманта, говорит, взяла. Я говорю, ну спроси у нее, она, говорит, тебе даст. Он говорит, я уже спрашивал, говорит. Она ничего не отвечает. Ну, тогда я спросила, я говорю, Сэмочка, я говорю, а где, я говорю, домовая книга? Она говорит, я отдала папе. Вот. Я говорю, ну, хорошо, я говорю, тогда, ну, пусть вернет, я говорю, Вася отдаст. Она говорит, хорошо, говорит, я скажу. Но это длилось несколько дней, и Василий очень нервничал, и он попросил, чтобы
я еще раз спросила Саманту. Ну, Саманта, когда вернулась домой, я ее спросила, я говорю: Сэмочка, ну, можно будет, я говорю, чтобы Васе вернули домовую книгу, потому что он очень нервничает. Ну, я так поняла, что книгу так и не вернули. Вот. Я не знаю, по каким это причинам случилось. Вот. То, что Василий был у нотариуса, ну, это вот я сказала, да, что родовой дом, видимо, он так решил, потому что другого у нас никогда разговора об этом не было, и мы даже не задумывались. Но это было и так естественно и понятно, потому что, ну, я единственная дочка. Вот. Что касалось Васи, я даже говорила, что, Вася, даже если ты захочешь кого-то привести в дом, ну, со временем, чтобы ты не был один, какую-нибудь женщину, не вопрос. Мне было важно, чтобы у него было все хорошо. Все, что касалось его здоровья, да, я всегда полностью оплачивала все его обследование. Я в жизни не думала вообще, совершенно случайно. Я просто квартиру мне нужно было сдать в Москве, и я убирала, и я нашла переводы. Я в жизни бы никогда не думала, что мне нужно собирать, что я что-то делаю, потому что это моя мама. Это мой отчим, это естественно, что я должна была им помогать. Люди пожилые, они не могут жить на 1500 рублей зарплату, но это естественно. Это просто совершенно случайно те переводы, вот, которые я переводила сюда, это после того, как попытались сказать, что я не смотрела «Мать», этого быть не может. Есть очень много людей, они все живые, слава Богу, и такого не может быть, чтобы люди не сказали об этом, если это понадобится, потому что это просто невозможно. Подруга моей мамы, да, которая из Москвы ехала сюда, в Сухум, и каждый раз я ей через нее передавала большие суммы, крупные. Потому что если я там отправляла по 5000, вот здесь нашла перевод там на 3000, то крупные деньги я отправляла через людей, близких маме, моей подруги, которая каждый раз заходила. Помимо этого вечно что-то тащила. Я говорю, даже матрас, на котором спит сейчас Василий, я его притащила, двухспальный матрас из Москвы сюда, в Сухум. Мне говорят: Господи, как ты его перетащила через эту таможню, через вот это все. Я говорю, на себе. У мамы нету названия такой бытовой техники, которая бы не было у нее. Когда ты делаешь столько добра всем родным людям, и тебе в голову бы в жизни не пришло, что может быть, ну, могут быть какие-то разговоры по поводу того, что у меня там в Москве много чего, там жилья какого-то. У меня нету никакого жилья нигде. У меня единственное жилье – это дом мамы, и все. Вы в своем рассказе упомянули несколько раз имя Саманта. Насколько я знаю, это девочка, которая воспитала ваша мама. Значит, вот расскажите, как она попала в ваш дом, какие родственные у вас с ней связи, вообще есть ли они? Да, и какие у вас с этой девочкой, которая сегодня уже взрослая девушка, какие у вас с ней взаимоотношения были? Саманту ее мама оставила у моей мамы, когда Саманта была кроха, и весила она 2 килограмма. Мама вызвала врача, когда врач осмотрел, он сказал: извините, говорит, но вы, говорит, ее не выходите. Конечно, ну, лежит вот эта крошечка, и мама понимает, только что ей объявили, что шансов нету. Вот. Конечно, мама все свои силы бросила на то, чтобы ее выкормить. Она ее выкормила, она ее поставила на ноги, она дала образование этой девочке. Кто она, откуда она, как попала в ваш дом? Она внучатая племянница моей маме. Значит, у мамы, получается, есть племянница Татьяна Осмакова, которая не смотрела Саманту.
которая ее оставила у моей мамы. И получается, значит, это племянницы, дочка. Вот. Когда Саманточка уже начала ходить, а так как мои дети каждый год приезжали, они тоже были маленькими, и они вместе игрались, и во дворе, вот у меня есть фотографии, я могу вам показать, и каждый год вот, они проводили все лето вместе. Иногда чуть раньше я привозила детей, иногда я тоже там находилась с ними, но большей частью летом мама находилась с детьми полностью. Вот. И когда пришел возраст Саманту устраивать в детский сад, маме стало, ну, она просто, вы знаете, вот когда это нужно сделать, для чего? Для того, чтобы ребенок разговаривал, для того, чтобы он язык выучил. Мама столкнулась с кучей проблем. Во-первых, мест в детском саду не было, ее просто нигде не брали. Вот она, почему я знаю каждый шаг, каждое дыхание в нашей семье. И мне понятно, ну, вообще, да, вот вся история, да, сейчас становится ясной. Значит, она обратилась к Тимуру Гулария, это отец Саманты, с просьбой, чтобы он, во-первых, дал ей фамилию, так как ей нужно идти в детский сад. До этого там был прочерк. Да, в свидетельстве о рождении. И она объяснила, что девочка такая славная, такая хорошенькая, что ей нужно пойти в детский сад. Тогда Тимур сделал, значит, дал ей свою фамилию и помог устроить детский сад. Так Саманта начала и по-абхазски говорить. Вот. Ну, это, конечно, очень помогло. Ну, и я так понимаю, что у них отношения как бы потихоньку начали да, мама приложила очень много усилий в этот момент, чтобы, ну, у девочки был отец. Да, мама даже такую фразу сказала: здесь нету Тани, ну, то есть матери, это Саманта, ты можешь приходить, когда, ну, надо на ребенка обращать внимание. Ну и постепенно, это было же очень давно, постепенно стали просто родными людьми. Тимур периодически приходил, значит, общался. Да, конечно, мы были знакомы, когда у него даже какие-то неприятности были, я к нему в дом приходила, его навещала, мы общались, я знаю его брата и его жен, этих братьев, девочек, то есть Самантиных сестер двоюродных, я знаю всех. Когда родственники общались? Мы общались очень, ну, я не знаю, самые приятные и теплые отношения, всегда с уважением ко всем, с большой любовью, у меня все от души. А с Самантой какие были взаимоотношения? С Самантой были отношения вот, очень близкие. Мне кажется, что ближе человека не было у нее, потому что я знала все ее секреты, девочка росла. Она видела, как другие одеваются, там, или у кого-то телефон, iPhone, ей все это хотелось. В какой-то момент, ну, у меня тоже бывали сложности, да, например, я ни одному своему сыну не смогла купить ни разу iPhone, но для Саманты, он как вышел какой-то, вот, какой она мне сказала, номер там айфона, мы ей купили iPhone, всегда какая-то одежда, потому что вот, ну, все не оденешь, да, там то, что продается, что-то же хочется именно вот какое-то эксклюзивное, всегда с ней обсуждали, что ей хочется, какую одежду там. Она ко мне приезжала, мы ходили вместе по магазинам,
вместе гуляли. То есть к ней было Когда... особое такое, да, отношение? К ней было особое Почему? отношение, потому что, ну, понимаете, все-таки, когда ты воспитываешь ребенка, у тебя есть ответственность за него, и тебе не хочется, чтобы он себя чувствовал каким-то обделенным по сравнению с кем-то, и ты для своего ребенка делаешь все от души. Ты даже не задумываешься, что ты не можешь, ну давай через «не могу». Отношения у нас были самые теплые, самые родные. Вы были на свадьбе сама? Нет, это тот период, когда уже моей мамы не стало, а когда моей мамы не стало, резко почему-то отношения прервались. И я теперь-то понимаю, почему они прервались, потому что когда мама лежала в гробу, я очень хотела, чтобы Саманта осталась в этом доме, потому что ну, я приезжала сюда часто, и я также хотела приезжать, и мне очень важно было, чтобы в доме была моя родная, так я ее считала. И я сказала: Сымочка, говорю, ты останешься здесь? На что она мне ответила: нет, Лали, я выхожу замуж, и там есть дом, и я буду там жить. Вот. А я знала, говорит, что тата, ну, что это дом твой, все. Расскажите вот эту историю про то, как отец Саманты, Тимур Гулари, приходил в дом к вашей маме с просьбой прописать Саманту. Как это происходило, чем это все закончилось? В какой-то момент нужно было прописку, ну, мама мне сказала, подробно рассказала, что приходил Тимур и попросил, говорит, Саманту прописать. И мама говорит, даже, говорит, чтобы мысли не возникло, говорит, я ни за что не пропишу. У меня есть единственная дочь, у Саманты есть отец. Все, и мама не прописала. То есть юридически, я понимаю, что мама ваша воспитала Саманту, вы были одной семьей, родными людьми, но юридически кем мама ее не усыновляла. Да, она делала все от души, я делала все от души, но ну, она внучатая племянница, понимаете, вот есть дочь. Ну, наверное, и у вас может такая ситуация возникнуть. Наверное, у каждого из нас может возникнуть такая ситуация. Никому бы в голову не пришло, что что-то нужно будет доказывать. Тем более человеку, который столько всего делал. Начиная от начала до самого конца, все, что там написано вот в этой истории, там фактически правды нет. И мне очень в этот момент, знаете, что интересно? Видимо, тот, кто создавал вот эту бумагу, которую потом, наверное, попросили Василия подписать, эти люди, наверное, очень много чего не знали. Мне интересно, вот все, что сказано с той стороны, оно просто сказано на словах. Поэтому мне юристы говорили, зачем вот это все подтверждать? Это не имеет юридической силы, потому что, ну при чем тут это? Вы и так наследница и все. Когда вы узнали о том, что свидетелями в этом деле были сотрудники Сухумского городского суда? Вы знаете, об этом я узнала только на днях. Я не знала, кто эти свидетели, и понятно, что эти свидетели не знают ни меня, ни мою маму. Моя мама их никогда в жизни не знала, потому что она к этому суду никакого отношения не имела. Поэтому откуда взялись эти люди, это непонятно. Вот. Что касается Василия, это взрослый человек, который без меня, до того, как я вступила в наследство, зашел и сделал это завещание или там отказался, даже не знаю, как это называется, но сам смысл, что зачем он делал это в мою пользу, если сейчас его рукой написано, что этот дом должен был перейти Саманте. Тогда нужно было ему сразу на Саманту его написать. А зачем надо было его в мою пользу отказываться от своей доли в наследстве, а потом писать, что Лали должна была передать это Саманте?
Для чего это делать? Ведь это логично, если, так как утверждается в этом написанном исковом заявлении, что Василий пишет, что Лали должна была передать свою часть Саманте, то зачем тогда нужно было в мою пользу, а потом от меня уже Саманте? То есть он фактически мог сам ей Он мог сразу сам отписать, никогда в жизни разговора о том, что здесь что-то Самантина нет. У Саманты есть отец, у Саманты есть муж, есть там дом, есть там дом. При чем тут вообще я? И при чем тут моя мама, почему она должна кому-то что-то отдавать, а не своей дочке? Сколько времени прошло, да, с момента, как вы стали, вступили в наследство, стали хозяйкой этого дома юридически, согласно документам? Сколько прошло времени и почему Василий Гриценко передумал? Времени прошло более 2 лет. Значит, 2 года они ни о чем не думали, а потом вдруг решили перевести, что этот дом принадлежит Саманте. Я не знаю. То есть вы 2 года были хозяйкой дома? Конечно, да. Я приехала и тогда вступила в наследство, когда уже, когда я смогла, а не тогда, когда там нужно было через 6 месяцев или что-то. Вступила в наследство, а потом прошел еще год, и только через год вдруг, значит, вспомнили, что это должно было принадлежать Саманте. Никогда такого разговора не было. Вот видите, мама даже ее не прописала, потому что, говорит, даже не было в мыслях, говорит, у них. Почему-то она сказала такую фразу. Тогда почему, на ваш взгляд, по вашему мнению, Василий Гриценко так себя повел? Мне сложно сказать, мне это не просто сложно сказать, мне это я сейчас могу разговаривать, а раньше я даже говорить не могла. Я сразу начинала плакать, мне это больно. Причину, даже сам Василий, он не может на суде разговаривать, потому что столько, сколько я сделала добра, человек, когда ему задают какой-либо вопрос, он говорит, мне плохо, и он не может отвечать, понимаете? Поэтому та сторона, которая борется за дом на проспекте Мира, они каждый раз говорят, что Василий больной, он не может. Но за все это время всего лишь одна справка, что он там был где-то в больнице на обследовании. Я так понимаю, что все это написано, скорее всего, не им, потому что там очень много нестыковок, которые можно... На каждое предложение есть подтверждение, есть свидетели, есть люди, которые могут это подтвердить. Это не так, как изложено совершенно. Вот прям пошагово можно взять и пройтись. Потому что если так, как написано, что я его там пыталась отравить какой-то таблеткой, да, тогда вопрос, скажите, вы поедете к человеку и будете у него жить в однокомнатной квартире съемной месяц после того, как он вас попытался отравить? Или это только через 2 года вдруг стукнуло в голову? Понимаете, какая нестыковка? А то, что он жил у меня, это могут подтвердить много людей. А зачем же вы поедете, если вас отравили? Скажите, пожалуйста. Сейчас ситуация такая, что ни Саманта Гулария, ни Василий Гриценко со мной не общаются. Они оборвали связь со мной, но это не по моей инициативе, а по их инициативе. И только когда из суда позвонили, я узнала, что у меня пытаются отобрать дом. Это единственное было сообщение, что идет процесс, и на меня подали в суд. Я об этом даже не знала. А после этого, когда были суды уже, меня не уведомляли. И юристы говорили, что вы можете не приезжать, потому что смысла в этом нету, юридически все на вас. И вот эти вот свидетели, это не нужно, потому что оно юридической силы не имеет. Это все просто вот разговоры.
А юридической силы, ну, это должно быть прикреплено какими-то бумагами, подтверждением того, что они пишут, а этого всего нету. После того, как я получила решение суда, постановление мне прислал адвокат, я узнала о том, что Сухумский городской суд узаконил отъем моего единственного жилья. Я не юрист. Ну, я понимаю, что есть закон и есть вещи, которые можно делать, а которые нельзя. И на протяжении всех этих процессов я не думала, что мне нужно говорить, что-то оглашать, потому что я была уверена, что все юристы разберутся. И сейчас уже мы подали иск в президиум Верховного суда, где я надеюсь, что есть юристы грамотные, которые вникнут, разберутся и по закону рассудят это дело.